команде спорта средняя школа номер 31 города Якутска отправляется в путешествие по океану корабль девятиклассников. Команда из 159 человек прошла все испытания, чувствует себя уверенно, знает, чего хочет и упорно идет к намеченной цели. Давайте же посмотрим, кто прошел все испытания и готов плыть через бури и штормы во взрослую жизнь. Экипаж 9 А-класса, классный руководитель Протопопова Нюргустана Федоровна. Аплодисменты. Экипаж 9 Б-класса, классный руководитель Корнилова Саргалана Степановна. Экипаж 9 Б-класса, классный руководитель Бандрова Марина Петровна. Экипаж 9 Г-класса, классный руководитель Васильева Люция Сергеевна. Экипаж 9 Д-класса, классный руководитель Игнатьева Татьяна Николаевна. И экипаж 9 Е-класса, классный руководитель Кривошапкина Анастасия Ивановна. Они проходили свой путь через опасные рифы и мели, и теперь им не страшны никакие испытания. Надеемся, что они выдержат с успехом выпускные экзамены. Над океаном веет ветер вольный, он смело надувает паруса. Плыви вперед, корабль отважный, школьный, нам не страшны ни буря, ни гроза. А что же дальше? А дальше перед нами 100 дорог. Но только от того, какой путь мы выберем сейчас, зависит наше будущее. Кто-то решит продолжить свое обучение в других образовательных учреждениях, а кто-то перешагнет порог 10 класса. Встречайте, Кулагина Катя с песней «Все еще впереди». Аплодисменты. Рассветное солнце меня разбудило, и луч подарило веселый.
лугой и лес синеву, увижу я сказочный сон наяву. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив. И солнечной кистью на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Все так хорошо, все еще впереди. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив. И солнечной кистью на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Все так хорошо, все еще впереди. За эти годы у нас было 12 тысяч уроков, более 120 учебников, а в них более 25 тысяч страниц. В среднем от дома до школы и обратно за эти годы мы проплыли путь, равный 3500 милям. Для нас прозвенело 25 тысяч звонков. И все звонки, уроки, линейки, вся наша школьная жизнь проходила под неусыпным контролем человека, который знает всех членов экипажа, каждого класса, всегда выслушает, разберется и поможет. Для оглашения приказа о допуске к основному государственному экзамену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дягилева Изабелла Иннокентьевна. Дорогие наши выпускники, уважаемые родители и учителя, поздравляю вас от имени администрации и педагогического коллектива школы с прекрасным праздником последнего звонка. Казалось бы, совсем недавно, прячась за огромные букеты цветов, вы переступили порог школы, входили в первый класс. Позади детство, первый заливистый школьный звонок, первые книги, первые уроки, первый учитель, наш добрый наставник. Пролетели школьные годы. Эти годы были наполнены не только радостью познания нового, прекрасного, но и обретением верных школьных друзей.
Покоряем трудности школьных предметных островов. На палубу приглашаются представители 9 Б класса. Бурные аплодисменты. Добрый день, дорогие учителя, Ученики! все присутствующие в этом классе. Мы ученики 9 Б класса Андреева Ванесса. и Илларионов Алексей. Поздравляем всех вас с праздником последнего звонка. Как мы все знаем, у нас первый экзамен будет по математике. Из-за этого мы решили провести для вас такую маленькую интеллектуальную викторину. Разминка перед экзаменами. Первый вопрос. Кто из ученых установил связь между корнями квадратного уравнения? Я не слышу? Да, правильно. Второй вопрос. Назовите страну и город, где родился Исаак Ньютон. Молодец! Так, давайте сейчас все поучимся, как надо отвечать. Пусть отвечают только учителя. 10. Угол, смежный с углом треугольника при данной вершине. Правильно. Все похлопаем. На этом все. Мы желаем удачи на экзаменах и всего самого хорошего. Спасибо. Настоящий моряк должен во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к родине, трудолюбие и стремление к знаниям, скромность, честность и благородство, дисциплинированность и товарищество. А поможет ему обрести эти навыки детская общественная организация. Быть членом детской организации – это значит уметь жить в коллективе, принимать участие в общественных делах, а самое главное – уметь дружить. Позвольте пригласить на нашу палубу поистине дружную команду лидеров детского общественного объединения «Алые паруса» Сангалиев Рахмон, Либо Клару, Веремеенко Максим, Будырин Михаил, Якимов Егор, Будырин Роман, Семенова Аня, Белинская Дарья, Комарова Яна, Строева Наташа Андреева Ванесса. и Морозова Ксения. Ведь непростой, все вожатые с детьми, крайне левый запасной, мощь и сила всей страны. Учим мы с собою быть, за собой ребят ведем, с нами ты пройдешь от. Мы предлагаем всем подняться и немножечко размяться. 9 классы, давайте активнее. Зажатыми вместе в школе и возле района, ребята, девчонки, зажатыми вместе в школе и возле. Ты держи себя в руках, оглянись и посмотри на детей, что за тобой в душу их к себе пусти. Пусть порой отряда срывы и бывает сил уж нет. Ты держись, ведь ты вожатый, выбрал сам такой района. Ребята, девчонки, зажатыми вместе в школе и возле района, квартала. Ребята, девчонки, зажатыми вместе в школе и возле. Нужно верить, что потом когда-нибудь года спустя ребята вырастут и вдруг с любовью вспомнят про тебя. Как ты учил собою быть и за собой ребят повел, с тобой вместе как прошли толпу и воду и огонь района. Квартала. Ребята, девчонки, зажатыми вместе в школе и возле района, квартала. Ребята, девчонки, зажатыми вместе в школе и возле. Okay. Okay.
вожатыми вместе и в школе, и после. С вожатыми вместе и в школе, и после. Так, ребят, далеко не уходим, пожалуйста, останьтесь на сцене. Итак, конечно же, сегодня, в такой знаменательный день для вас, мы не могли вас отметить. Наша тесная работа в течение 2 лет. Я надеюсь, что вы приобрели массу положительных качеств, умение работать в зале, коммуникабельность и так далее. И это все, я надеюсь, даже не надеюсь, это точно вам пригодится в вашей будущей жизни. Почему так я говорю? Потому что некоторые из нас покидают эту школу, как ни печально. И надеюсь, и в следующем году мы, наверное, ощутим это, что не хватает у нас некоторых лидеров школы. И сегодня я хотела бы вручить свидетельство Белицкой Дарьи, ученицы 9 Б-класса, о том, что она является лидером детского общественного объединения «Алые паруса», школа номер 31. Такое же свидетельство вручается Строевой Наталье, Морозовой Ксении, 9 Б-класс, Семеновой Анне, Андреевой Ванессе, Комаровой Яне, 9 Б-класс, Якимову Егору, Бутырину Михаилу, Бутырину Роману, красавцы, Филиппову Науму, Веремеенко Максим, возвращайся к нам. Ну и командиру нашего детского общественного объединения Сангалиеву Рахмону. Сейчас хотела бы я слово предоставить начальнику лагеря Каландрашвили. Она сейчас скажет, почему именно ей достану такое право. И Иннокентине Васильевой. Дорогие девятиклассники, поздравляю вас с последним звонком, желаю успешной сдачи первых государственных экзаменов, осуществления всех желаний и стремления только к лучшему. Но среди новой волны есть один человек, которого я хотела бы отметить. Это мой штурман, член педагогического отряда «Штурманы детства», который наравне с 11 классами вместе шел по школе вожатого. Это тот человек, который не побоялся принять ответственность, который не побоялся старших ребят, который был с ними наравне. Это Сангалиев Рахмон, вожатый нашей школы, вожатый нашего отряда, вожатый детского лагеря Каландрашвили, который в течение всей учебы, скажем так, да, проявил себя как человек ответственный, добросовестный, легкий на подъем, человек неравнодушный, интересующийся и интересный. Спасибо, что ты был с нами, что встретился на моем пути. И я думаю, что в жизни у тебя все получится.
солнца для миллионов на земле. Безумный шквал огня и стали не повернется сам назад. Два супербога — Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Июнь, Россия, воскресенье, страна на грани. Быть, не быть, и это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Нашей победе 70 лет. Красных тюльпанов, алое пламя, как на Рейхстагом красное знамя. Битвы, походы, все пережито. Радость победы нет, не забыта. Мирное утро, солнечный свет. Нашей победе 70 лет. Вспоминая тихо былом, сидя у могилы, говорят мужчины, их морщины, помня поминутно все о том, как в одно мгновение без предупреждения утром грянул гром, и вспорхнули птицы к огненной границе, думая, что сон, но безумный гром в черной колеснице, он им будет сниться всю их жизнь потом, вся их жизнь потом. We're
9 лет корабль школьной жизни бороздил океан знаний. Не заблудиться в тумане грез, справиться со штормами. Помогали молодым морякам первые учителя. Семенова Ольга Дмитриевна. Наталья Николаевна. Власова Нина Викторовна. Иванова Мирослава Афанасьевна. Старова Лена Евгеньевна. Спасибо. Определять курс корабля по звездам научили нас учителя физики. Сивцева Людмила Ивановна, Леонтьева Валентина Владимировна, Парфенова Татьяна Викторовна. Спасибо. Правильно вычислять глубину под килем, чтобы не сесть на медь, помогали учителя математики и геометрии. Ларионова Анна Афанасьевна. Михайлова Матрена Егоровна. Корнилова Саргалана Степановна. Акимова Наталья Кирилловна. Спасибо. Находить общий язык с племенами, населяющими острова, мимо которых пролегал путь корабля, могли научить учителя английского языка Игнатьева Татьяна Николаевна, Максимова Алена Николаевна, Тунусова Анастасия Борисовна, Сапуровская Наталья Сергеевна. Спасибо. Сверять курс корабля по компасу, наносить его местоположение на карту учили учителя географии. Упугунова Лариса Константиновна, Солдатова Анисия Викторовна, Сафронова Ксения Ивановна. Спасибо. Узнать язык и культуру, обычаи и литературу народа Саха помогли юным морякам учителя якутского языка и культуры Маркова Наталья Константиновна и Малукова Людмила Федоровна. Спасибо. Не попасть в просак вопросов культуры, быта и нравов людей, живущих на разных континентах, стало возможно благодаря урокам истории. Галаева Мария Сергеевна. Потапова Ксения Альбертовна. Спасибо. Распознавать в местной флоре и фауне известные науки виды животных и растений научили учителя биологии и химии. Зангеева Нелли Тимофеевна. Каляпина Людмила Геннадьевна. Зорина Татьяна Ивановна. Спасибо. Уроки русского языка и литературы не прошли даром. Михайлюта Евгения Владимировна. Васильева Люция Сергеевна. Батарова Марина Петровна. Кривошапкина Анастасия Ивановна. Спасибо. Разобраться в новых информационных технологиях молодым морякам помогали учителя информатики. Устинова Ирина Николаевна. Азовцева Кира Афанасьевна. Николаева Барбара Ивановна. Спасибо. Подлатать парус, зашить тельняшку. Помогали нам навыки технологии. Белозерова Галина Михайловна. Брагина Лариса Михайловна. Павлов Анатолий Павлович. Иванов Спиридон Романович. Иванова Любовь Николаевна. Спасибо. Поддерживать в команде благоприятные отношения и благоприятный микроклимат удалось благодаря занятиям психологов. Третьякова Екатерина Александровна. Наговицына Анна Михайловна. Спасибо. Развивали пространственное воображение и эстетическое чувство учителя изобразительного искусства и черчения Протопопова Нургустана Федоровна. Спасибо, Матрена Петровна. Спасибо. Выплеснуть наружу радость и грусть, развернуть душу с помощью хорошей песни помогали уроки Андреевой Оксаны Петровны. Спасибо.
Ежедневно поддерживать себя в хорошей физической форме мы научились на уроках физкультуры. Кузьмин Василий Николаевич. Неустроева Айсулу Петровна. Комулева Анюта Александровна. И Копырин Герман Федорович. Спасибо. Найти на многие трудные ответы молодым морякам удавалось с помощью книг, с любовью подобранных заботливыми руками сотрудников библиотеки. Спасибо! Уважаемые работники столовой, нас всегда удивляла ваша самоотверженность и преданность своей работе. За вкусные завтраки и обеды спасибо! Наставнический состав с годами менялся, но ясно одно – нашему кораблю повезло. Самые мудрые, самые опытные, самые внимательные и заботливые наставники достались именно нашей команде. Спасибо! Dancing bears, painted wings, things I almost remember. And a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses friends through silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. С каждым годом дальнего плавания все сильнее и выносливее мы становились. Все больше открывали островов, все дальше проникали вдаль морской пучины, постигали тайны, становились первооткрывателями. А надежными маяками в этой морской стихии, помогающими не сбиться с пути, обойти мили и опасные рифы, в течение этих лет были наши классные руководители. Слово для поздравления предоставляется классным руководителям. Аплодисменты. Dün april 9 класстарбын, оны төрөпүттербин, бүгүнкү бүтәһип чураннан тәгәрделибин. Онна инникиги солбут сәрдик рас боллун, тетииләптик көсәзгәрмдәлек туттарагетиге, оны саңалок кәркиеге эхебенди бүтәлләр эре, сетихи, таптал, онна оң жылла олу. 9 лет вы были вместе, все делили пополам. Доставалось, правда, часто вашим учителям. А теперь вы повзрослели, стали мудрым совсем. Я желаю, чтобы в жизни больше не было проблем. Последний звонок
Нет, он лишь первый, последний урок перед новой вселенной. Открываются врата, и дорога зовет. Дорога крута, но надо идти вперед. Желаем расти и всегда развиваться. Вперед лишь идти, никогда не сдаваться. Недолгое у вас в умах, а впереди заря без бед, но чуточку одолевает страх. Бегите, все у вас впереди. С благодарностью классным руководителям поют Адуна и Наталья. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. Мы учились, мы влюблялись, мы с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, за все ребята. Школа, я не верю, что пошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. Не звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре посвятусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с голубками ссорятся ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных
еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. А записки голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. Я скучаю. Скорее, скорее паруса поднимайте, и к бухте родительской вы подплывайте. Слово для приветствия выпускников предоставляется Евгении Юрьевне Романовой. Аплодисменты. Дорогие наши дети, родители, учителя, сегодня прозвенит последний звонок в 9 классе, но это знаменует для нас окончание только первого этапа нашей жизни. Вы получите свидетельство о главном учении в жизни, учении учиться. Главное для нас, родителей, то, что пройдет такой тяжелый путь, такой интересный, такой насыщенный. И большое спасибо хотелось бы сказать нашим учителям за их любовь к нашим детям, за их доброе отношение, за их долгое терпение. Спасибо нашим учителям в нашей родной школе. И хочу сказать, что этот последний звонок, это не именно последний звонок какого-то окончания пути, это начало новой жизни, это звонок в будущее. И желаю нашим выпускникам удачно сдать экзамены. Всем большое спасибо и школе, и родителям, и детям. Наш компас на вашем судне будет всегда исправным и точно приведет вас к причалу удачи. Мы надеемся, что выпустив вас в открытый океан жизни, вы достойно и уверенно будете идти по намеченному пути. 7 футов под килем. Право дать последний звонок предоставляется неоднократному победителю школьных и муниципальных олимпиад, ученику 9 Г класса Сакердонову Дмитрию и лидеру детского общественного объединения «Алые паруса», ученице 9 Б класса Белицкой Дарье. Ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и мир школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителя, вы дали розы, и все-таки сложно.
прекрасный праздник у последнего звонка завершен. Приглашаем классные коллективы на общее фотографирование. Просьба украшения зала не трогать. Спасибо всем.